Мы продолжаем рассказывать об интересных павильонах Экспо. Татьяна Ковалева в поисках впечатлений побывала сегодня в выставочных залах Украины и Таджикистана. %93 территории Таджикистана занимают горы, почти половина из них выше 3000 метров. Кроме того, Таджикистан расположен у истоков крупных рек региона, и 60% водных запасов Центральной Азии формируются в горах этой страны. Неудивительно, что в таджикском отсеке павильона представлены достижения в области гидроэнергетики страны. На нее в стране возлагают большие надежды. 1 киловатт электроэнергии здесь стоит всего 2 цента, примерно 6,5 тенге. Поэтому в планах дешевым электричеством снабдить своих ближайших соседей. Мы видим, что именно энергетика может стать катализатором и локомотивом развития экономики не только в нашей стране, но и в регионе в целом. И на экспорте электричества зарабатывать – это первое. И во-вторых, когда мы даем дешевую энергетику нашим соседям, да, а соседи обычно наши, мы знаем, что используют в качестве, чтобы получить энергетику, сжигать тяжелое топливо, уголь, газ, там, нефть. Поэтому мы предлагаем заменить, допустим, в летнем периоде, например, да, дешевую энергетику. В этот момент можно сэкономить, беречь экологию, допустим, да, то есть масса плюсов. А вот в Украине возобновляемая энергетика быстро превращается в бизнес, доступный каждому. Иногда даже оказывается, что производить энергию выгоднее, чем заниматься сельским хозяйством. Например, недавно ученые изобрели и запатентовали собиратель солнечной энергии, с помощью которого можно нагревать большие объемы воды. И у нас есть предложение по энергетическим растениям, из которых изготавливается сырье для уже отопления. Да? И у нас есть поставки в Европу, и мы готовы этим поделиться. В Украине осуществляется сейчас комплекс мер, направленных на то, чтобы увеличить долю альтернативной энергетики. И поэтому нам выставка очень интересна. Хотя масштаб нашего участия очень маленький и соответствует другим 77 странам, но тем не менее мы эту площадку хотим использовать по максимуму для того, чтобы получить хороший результат. Вот так выглядит устройство для подогрева воды. Эти зеркала перемещаются за солнцем и направляют солнечную энергию в одну точку, трубу, в которой и нагревается вода. Мощность этого устройства 8 киловатт. Это означает, что за день оно может нагреть, только представьте себе, 2 тонны воды. Татьяна Ковалева, Эркибулан Тлеуказы. Итоги дня.